Я уже давно думал об этом. И сегодня я решил бросить ее. Через целых 6 лет, на протяжении которых мы были не разлей вода. Она никогда не подводила меня. Мы вместе путешествовали по всей Европе, Турции и Кавказу, где мы только не бывали вместе. А познакомились мы во Франции. И сегодня пришло время расставаться. Это не ее вина. И не моя тоже. Это из-за моего брата. Ну что, как вам такое начало? Скоро будем фильмы снимать. Да, это именно брат виноват, потому что он подарил мне свою машину. А с этой машиной, с которой мы прошли огонь и воду, как говорится, камни, грязь, горы и все такое, и которая меня реально никогда не подводила, с ней я прощаюсь. И прямо сейчас еду в аэропорт, а оттуда к брату в Бельгию за этой бэшкой, которую он мне подарил. Вот так вот, Фордик, прощай. Такая уже эта жизнь. И такие уже эти люди. Многие люди, не все, конечно, использовали тебя как могли, выжали все соки и кинули. Там, понимаешь, и мотор веселее, и кресла комфортнее, да еще и кожаные. Ну ладно уже, полетели, покажу позже. Посмотрите на эту красоту. Один полет над Альпами чего стоит. Они стоят горой и не пропускают тучи через себя. Да, теперь понятно, почему в Ницце всегда солнечно. Только самые отчаянные тучи могут пройти Альпы. Шутки шутками, а явление это интересное. А в Брюсселе, как всегда, тучи. И маленько льет дождик. Доехали до Брюсселя. Сейчас взял билет онлайн до Гента. И сейчас едем в Гент. Вот и доехал до Гента. А там встречал брат. У брата цены нет. Цены нет. Брат примет всю твою боль на себя. Будет переживать за тебя. Любую твою беду примет как свою собственную. Вот это брат. Встретил братишка. Он на 11 лет младше меня и на 11 сантиметров выше меня. Этот город, где я проживал, когда переселился в Европу. Затем в Сан-Трудине жил какое-то время в лагере, где я познакомился с прекрасными людьми. Дальше еще на французской зоне жил. Ну и, конечно же, я благодарен всем, кто мне тогда помогал. Это и родственники, которые приехали намного раньше меня и обустроились здесь. Братишка вообще маленьким тогда был.
Да воздаст Аллах благом им всем. Молю Всевышнего, чтобы Он даровал им баракат и милосердие. Аминь, я Аллах. Уже доезжая к дому, одновременно с нами подъехала сестра с зятем и племяшками. Не хватало старшей сестры, которая дома в Чечне. Короче, машины на любой вкус и цвет. Вот такая у брата есть, еще одна. Вот такая Вон там у зятя могу еще одну взять. Kia крутую, сейчас покажу вам. Можем вот такую взять. Немного поговорить с зятем. Сейчас бэшку покажу бэшку, да? Вот наша бэшка с вами. Красавица, сейчас хорошо не видно, завтра покажу. Короче, пока на ней покатаемся, потом приедем за Затиным. Там он поможет к тому времени еще лучше что-то возьмет. Дальше тоже попросил брата заснять, как я вхожу и встречаюсь с родственниками и племяшками. Но он проморгал этот момент и ничего не снял. Можете захейтить его в комментариях. Вот с таким столом меня встретили. Поговорил с родственниками, поиграл с племяшками. Отлично провели время. Да воздаст вам Аллах благом. Итак, представляю вам BMW 3 серии с кузовом E90, мотор 2 литра, дизель. Такой вот салончик кожаный. Тут, понимаете, и салон кожаный, и посадка комфортная. Конкретно кинул я свой фордик, короче. Так, поставили камеру. Сейчас немного поснимаем и прямиком поедем к сестре. И там увидимся. А на следующий день сестра пригласила к себе. И при условии, что она не будет усложнять себе жизнь и не будет заморачиваться с накрыванием стола, мы поехали к ней. Не знаю, как просить это у людей, чтобы столы не ставили. Но, как оказалось, она проигнорировала этот договор и накрыла Такие стол. столы организовывают люди. Я сейчас думаю, может еще на недельку остаться. Сестра очень вкусно готовит торты. Если захотите попробовать, то можете заказать у нее. Ссылку на Инстаграм оставлю в описании. Даже можно договориться о доставке, если вы проживаете в Антверпене или в округе. Там тоже очень хорошо провели время. Поиграли в очень полезную игру с вопросами про религию. Как звали первого посланника, отправленного к людям? Ответ снимать, смотри. Снимать, а что заблюрить дозвел. Посланник, пророк, разные, Разный, да, он Например, для меня было новостью, что каждый посланник пророк, но не каждый пророк является посланником. Ну, А вы задумывались? Короче, время провели с пользой. так, меняем номера. Вернувшись ночью, мы с братом поменяли номера на транзитные. Натягиваем номера ночью, потому что брат рано утром на работу, чтобы перед выездом не заморачиваться, решили сейчас наклеить. Вот так просто из бельгийской машины делается французская. Также брат с машиной подарил еще и новые зимние колеса. И думаю, за такой сгрев стоит поставить лайк, написать добрый комментарий брату. На следующий день я попрощался с родными и отправился в путь. И прежде чем продолжить, хочу поблагодарить всех и каждого за теплый прием.
Да воздаст вам Аллах благо. Итак, только что попрощался, выехал, как видите. Брат сегодня на работе. Короче, брат, помимо того, что машину подарил, еще и полный бак мне заправил. Смотрю, а далеко ли мне до заправки, короче. Скоро ли мне заправку надо делать. А тут смотрю, тут полный бак, короче. Да воздаст Аллах благом. Даже постарался, чтобы пока не привыкну к машине, чтобы заправкой даже не заморачивался. Аллах саадуль амак. Заразила меня бэшка. Теперь я понимаю, почему они так любят бэшку. БМВшники эти, ну и... Когда я подавал документы на эти транзитные номера WW, мне там сказали, что техосмотр, что делается в Бельгии, не подходит во Франции. И поэтому я заранее записался на прием во Франции, недалеко от границы с Бельгией, чтобы машина прошла технический осмотр уже во Франции, так как они мне порекомендовали так сделать. Все, сделали техосмотр, продолжаем наше движение в сторону Ниццы. Остановился перекусить. Такой сэндвич мне классно положили. Следующий день в пути. Немного поспал ночью, где-то с 3 до 4, по-моему. Потом с 6 до 7 где-то тоже спал. Устал, конечно. Здесь, так как колеса нормально, сиденье нельзя откинуть. Точнее, откинуть можно, но сдвинуть назад нельзя. И ноги не опускаются до конца. Поэтому нормально поспать не получилось. Сейчас заезжаем в Альпы. Нам осталось проехать Альпы. Так как я еду по национальным дорогам, не по автострадам этим платным. Поэтому осталось 200 километров и 3 часа пути. Скоро будем дома, иншаллах. Я очень благодарен Всевышнему за все, но особенно за семью. Друзей, как мы знаем, мы выбираем сами, а кровное родство выбираем не мы. И поэтому важно сохранять ту связь, которую создал Всевышний между нами. Альхамдулилля, Всевышний создал меня благодарным. И я благодарен брату за такой подарок. И благодарен Всевышнему, что у нас есть возможности дарить подарки. Но чтобы вы понимали, наши отношения держатся не на каких-то подарках или материальных мирских вещах. И, конечно же, настоящие братские отношения и не должны держаться на них. А базируются они на доверии, на взаимном уважении и чувстве ответственности друг перед другом. Но в первую очередь ради довольства всемогущего Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля.